Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте, сегодня в выпуске. 80-летию Великой Победы посвящается традиционная акция «Библия. Ночь» прошла в Национальной библиотеке имени Папаскир. Как это было, презентация первой части документального цикла «Абаза ТВ» к 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошла в актовом зале АГУ. «Отражение небесного в земном». Совместная выставка абхазских и российских художников открылась в Москве. Продолжаем нашу рубрику «В этот день 80 лет назад» из истории Великой Отечественной войны. 28 апреля 1945 года Ставка Верховного Главнокомандования указала новую разграничительную линию между Первым Белорусским и Первым Украинским фронтами. Борьба за центр германской столицы возлагалась на силы Первого Белорусского фронта. К концу дня окруженная немецкая группировка в Берлине была рассечена на 3 части. Продвижение советских войск вынудило германское командование для усиления обороны Рейхстага выбросить в ночь на 28 апреля в центре Берлина на парашютах батальон морской пехоты. На пути Красной армии к Рейхстагу враг оказывал ожесточенное сопротивление. В этот же день был опубликован приказ номер 1 военного коменданта Берлина Берзарина о переходе всей полноты власти в Берлине в руки советской военной комендатуры. Памятник героям Великой Отечественной войны отреставрируют в селе Багрыбста Гагарского района. Средства, выделенные из Российского фонда президентских грантов, часть пожертвовали местные жители и организации. По словам главы села Утара Аршба, памятник был построен в 1989 году. С тех пор капитальные работы не проводили. Строители демонтировали пострадавшую из-за оползня опорную стену, возвели и укрепили новую, обновили мемориальные доски. Сам памятник Георгию Победоносцу очистят, уложат базальтовые плиты и обновят фотографии 149 погибших выходцев села. Делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лаша Шуба принимает участие в международном форуме союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», приуроченном к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в городе Волгограде. Представители парламента совместно с другими делегациями, прибывшими на форум, приняли участие в церемонии возложения венка и цветов к вечному огню на Мамаевом кургане, посетили историко-мемориальный комплекс героям Сталинградской битвы. В рамках международного форума спикер парламента Республики Абхазия Лаша Шуба и другие главы делегаций, участвующих в форуме, посетили музей-панораму «Сталинградская битва». Члены парламентской делегации Республики Абхазия Фазлюбей Авицбас, Тамур Аршба, Алхаз Квицини и Вадим Бжань участвовали в заседаниях 2 тематических секций: «Сохранение и защита общей исторической памяти» и «Патриотическое воспитание на основе исторического знания». Далее планируется посещение официальными парламентскими делегациями мероприятия «Свет Великой Победы», которое пройдет на площади Героев Мамаева кургана. Традиционная акция «Библия. Ночь» прошла в Национальной библиотеке имени Папаскир. В этом году мероприятие было посвящено 80-летию праздника Великой Победы. Для посетителей нацбиблиотеки были организованы тематическая книжная выставка, показ кинохроники и многое другое. В атмосферу праздника погрузилась и наша съемочная группа. Память сильнее времени. Именно такое название было выбрано организаторами традиционной «Библия ночи» для вечера, наполненного духом героического прошлого. Тематические выставки, кинохроника, отражающая память былых лет, по-настоящему тяжелых дней в истории человечества, песни военных лет, фотозоны и многое другое. Навеки взяла с собой свой край неведомая война. Они сражались беззаветно, под дрон последний берегли. Их имена переносят ветром, печальный предок той войны. Порой слышно на поле боя, через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрой поле, и вспыхнет ракета свет. Как отметил директор Национальной библиотеки имени Папаскир, заслуженный работник культуры Абхазии Борис Чалария, масштабной стала сама подготовка к мероприятию.
Хара халаган библиографик рбага ахтей хабхазарала амилат библиотека же ицоху а газет янылаху а очередь кой надыркна статья кой надыркна чтоб хази тыцху и надыркна а барцеге библиография рбага ахтей без банзер а ряшук зигизиге пшине жешук сатрая звук. Память поколений, отдавших жизнь за мир во всем мире в борьбе со страшным врагом, хранится везде. Среди строк написанных книг, в черно-белых изображениях, отражающих фронтовую, военную эпоху, в песнях и стихах. И, конечно, в сердцах тех, кто помнит о павших героях и чтит их подвиг. Нация цепхедza, рхала дырхуан, арейбеш лежан. Яробас апсуа виларги, лагала дара зайду. И хаш царой видишь жёг, несик пшинежих юкова, апсед айбеш лейцей. Увартрахен би, жебеш несик бжаки и забханах цей. Особенное внимание на мероприятии было уделено подрастающему поколению. В их лицах, совсем юных, светлых, оживала история победы, когда они старательно и с чувством зачитывали детские стихи о войне. А после для ребят устроили показ мультфильмов военных лет. Товарищ командир, я знаю, где их пушки. Я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте, я поеду на танке с вами. Прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. А когда наши нашли меня и сказали, что отправят меня прямо в тыл, я пригрозил, что убегу. Все равно убегу. Мне-то терять уже нечего. Я уже все понимаю. Я здесь каждую тропиночку знаю, каждый кустик. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. И это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним это горе. Осталась в памяти война. И русское давно поле приносит ветром имена. Привлекла внимание многочисленных посетителей выставка, предоставленная Союзом российских соотечественников в Абхазии и Домом Москвы в Сухуме. Помимо прочего, в рамках масштабной акции состоялась и тематическая викторина, а любители книг смогли обменяться изданиями в рамках буккроссинга. «Библия-ночь» стала не просто территорией памяти, местом, в котором прошлое встретилось с настоящим, но и площадкой для общения самых разных поколений. Каждый здесь, в атмосфере героических лет, смог найти что-то интересное для себя, почтить память героев и почувствовать связь времен. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба поздравил премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова с юбилеем. В поздравлении, в частности, говорится: «Мы высоко ценим ваше внимание к Абхазии и личный вклад в развитие дружеских отношений между нашими народами, которые имеют глубокие корни. Вы снискали высокое признание своей деятельности во благо процветания и благополучия граждан Республики Башкортостан в семье народов России». Министр здравоохранения Эдуард Будба поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником. Каждый работник скорой помощи, диспетчер, водитель, фельдшер, врач, заведующий отделением обладает высокой выдержкой, самоотдачей и человеколюбием. При любых обстоятельствах вы продолжаете самоотверженно выполнять долг, сохранять верность профессии, подчеркнул он. Будба отметил сложность и важность работы медиков, пожелал им спокойных дежурств, мира, добра и здоровья. Документальный фильм об истории грузино-абхазского переговорного процесса презентован в Абхазском государственном университете. Цикл из 3 фильмов производства Абаза ТВ посвящен переговорам, проходившим под эгидой ООН во время и после Отечественной войны народа Абхазии. Презентация цикла приурочена к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзенба. Подробнее Надежда Боровикова.
История грузино-абхазских переговоров «Как это было» – это цикл из 3 документальных фильмов, охватывающих период с 1992 по 2008 год. Презентация первого фильма из цикла прошла в Абхазском государственном университете и приурочена к юбилейной дате – 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Я призываю всех очень внимательно послушать, посмотреть кадры, посмотреть, как проходили различные встречи, различные мероприятия, связанные с войной, с урегулированием того конфликта, который не мы развязали. Документальные фильмы произведены телекомпанией Абаза ТВ. Интервью для фильмов дали непосредственные участники тех событий: Сократ Джунджолия, Вячеслав Чирикба, Астамур Тания, Станислав Лакоба и многие другие. Кроме того, использованы многочисленные видеосъемки и интервью из личного архива журналиста Руслана Хашик. Студенты международного отделения, студенты ИСТФАКа, я думаю, что они уже готовы к просмотру к такому материалу, документальному материалу. А всем остальным, всем гражданам страны, мы должны знать собственную историю, мы должны знать, через что мы прошли, чтобы получить признание, чтобы одержать победу. А нашим дипломатам нужно было одержать, закрепить военную победу. Вот это история о том, как абхазские дипломаты после победы 30 сентября 1993 года одержали дипломатическую победу. В документальных фильмах помимо сухих фактов есть личные воспоминания и истории, объясняющие контекст тех событий, эмоциональное состояние участников, противостояние и давление, которое испытывала на себе абхазская сторона при согласовании документов. Сергей Шамба, один из участников переговорного процесса, высоко оценил уровень достоверности изложенных в фильме фактов. И вы видели по этим кадрам, хотя это период войны был, не так просто было все это фиксировать, но очень многие моменты вот этой непростой истории нашей зафиксированы. Я, правда, в это время был не дипломатом, а военным. И, кстати, был такой момент, когда первый раз отправляли делегацию, это в самое начало войны, в Нью-Йорк, и Владислав Григорьевич хотел, чтобы я возглавил делегацию, я категорически отказался. Я сказал, я не могу сейчас уехать, бросить там и так далее. Он говорит, я тебя больше никогда за границу не отправлю. А потом получилось совсем по-другому. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц отметил, что фильм – отличное учебное пособие для всех, кто хочет понять, какую роль сыграли военные и дипломаты в становлении Абхазии как независимой страны. Конечно, мы, я думаю, согласимся все вместе, что это колоссальная работа проведена. И мы сегодня стали свидетелями вот такой скрупулезной, очень точной, экспертно выверенной, с подтверждениями участников этих исторических событий, в присутствии этих участников, которые тогда определяли во многом процессы, по которым и пути, по которым пойдет развитие нашей страны. Колоссальная работа, еще раз хочу сказать, и особенно символично то, что показ ее, знакомство аудитории происходит в год 80-летия нашего национального лидера, президента, верховного главнокомандующего Владислава Григорьевича Ардзинба. По окончании презентации студенты поделились впечатлениями от увиденного. Безусловно, многое из этого мы уже учили по истории Абхазии, конечно, и многое об этом мы знали по рассказам наших родителей, которые воевали. Но много всего нового тоже мы узнали, было очень интересно. В целом мне очень сильно понравился фильм, мне понравилось, как была передана атмосфера, то есть я очень сильно прониклась историей, как будто переживала вместе с героями те же самые события, и очень много познавательного было для меня, так как было показано много историй с другой стороны, то есть развернуто было показаны все действия, все переговоры, все взаимоотношения. Студенты АГУ стали первыми, кто увидел премьерный фильм из цикла «История грузино-абхазских переговоров». Но уже во вторник, 29 апреля, фильм будет представлен в эфире Абаза ТВ и опубликован на сайте телекомпании. Надежда Боровикова, Валерий Квикискири, Абаза ТВ.
День черкесского флага отметили накануне в Сухуме. Он празднуется с 2010 года. В Абхазии его впервые отметили потомки черкесских иммигрантов в 2016 году. По традиции в Адыгее и Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии организуют концерты, конные переходы, автопробеги, спортивные состязания. Также эту дату отмечают потомки черкесов более чем в 50 странах мира. В культурном центре «Фазиль Искандер» в Москве состоялась премьера полнометражного документального фильма «Вселенский дом» Фазиля Искандера, посвященного крупнейшему прозаику XX века, трижды лауреату государственной премии и номинанту Нобелевской премии Фазилю Искандеру. На презентации выступила вдова писателя, поэта Антонина Хлебникова-Искандер, создатели и участники фильма, известные прозаики, поэты, эссеисты. Лента рассказывает о творческой жизни и непростой судьбе ярчайшего представителя магического реализма, о его жизненных принципах и философском кредо. Съемки фильма проходили в Москве, в Переделкино, на родине писателя, в городе Сухум, в селах Чгерда и Чегем, в местах, где прошли детство и юность писателя. Фильм снят при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Русского ПН-центра. Завершив свой земной путь в последний июльский день 2016 года, Фазиль Искандер от нас не ушел. Он продолжает незримо присутствовать в умах, легендах, воспоминаниях родных и друзей, признательных читателей и влюбчивых читательниц. Легким облачком плывет перед нами его улыбка, исполненная неуловимой скорби и благодушного веселья. Улыбка эта стала не только визитной карточкой, но и частью его философии, его неповторимого стиля. Искандер сказал, Искандер ответил, Искандер объяснил. Эти слова и сейчас звучат в кофейнях, гостиных, университетских аудиториях, театральных фойе. Он прожил яркую, совестливую и духовно насыщенную жизнь. Ни бытовые неурядицы, ни тугие времена с пути Искандера не сбили. Его творческое поведение в жизни было безукоризненным, а художественное чутье предельно точным. Как царственный кавказский барс обходил он стороной капканы, установленные самовлюбленными и не всегда разумными властями. Он, конечно, шел к христианству всю жизнь. Первый раз ему дали книгу богослова, как бы такого, я не помню даже под какой он фамилией, тогда это где-то записано у меня. Александр Минь такой был замечательный человек, но мы ничего этого не знали, а Фазилю из-за границы привезли его книжечку с его вот таким вот... И он очень высоко оценил эту книгу, очень. Вот. И Библия уже натуральная у него была, он ее вычитался. И вот это у него нашло явно что-то внутри, откликнулось по-настоящему. И потом так сложилась жизнь, что наша замечательная друг и поэт Тамара Жермунская, которая была знакома с отцом Александром Менем, и она нас познакомила. Тамара. Фазиль, конечно, очень захотел, потому что он же его книжку выделил всех, он же много этих всяких читал. Вот, но таким образом состоялось это знакомство, и даже немножко перешедшее в дружбу. И Фазиль сам вот мне лично сказал, первый раз за все время я услышала, это тоже немножко с улыбкой я говорю, потому что он сказал, вот настоящий красивый мужчина.
Премьеру полнометражного документального фильма «Вселенский дом» Фазили Искандера смотрите в нашем эфире во вторник, 29 апреля в 21:00. В первом квартале 2025 года сотрудники СГБ и погрануправления ФСБ России в Абхазии задержали более 110 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия, сообщает пресс-служба СГБ. Задержанные граждане привлечены к административной ответственности, к уголовной ответственности по статье 324 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия» привлечены 4 человека. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1, и в отношении 3 лиц частью 2 указанной статьи. Пресечено более 15 попыток незаконного перемещения грузов различного назначения через государственную границу с Грузией. Трагедия на дороге. ДТП на Лыхнинском перекрестке 27 апреля примерно в 17:20 предположительно произошло из-за нарушения ПДД водителем Toyota Alphard, сообщил обс.пресс начальник ГАИ Дами Авицба. В результате ДТП в Гудаутскую больницу были доставлены 5 человек. Одна из пострадавших скончалась. Погибшая находилась на остановке общественного транспорта, подчеркнул Авицба. Начальник ГАИ также отметил, что остальные 4 пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Обстоятельства ДТП расследует ГАИ Абхазии. Совместная выставка абхазских и российских художников «Отражение небесного в земном» открылась в Москве. На ней представлено 44 картины, на которых запечатлены древние объекты культурного наследия Абхазии, в том числе храмы. Авторы работ Тимур Цвижба, Диана Воуба, Анатолий Аненков и Александр Драговой. Слово нашему корреспонденту в Москве Соне Куправа. Торжественное открытие выставки «Отражение небесного в земном» прошло в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Были представлены картины российских и абхазских художников. Церемония открытия экспозиции была организована в рамках традиционного благотворительного мероприятия «Пасхальная радость. Святые рубежи Победы» Центром культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тремифунтского. У нас проходит такой вот праздник «Пасхальная радость». Значит, это очень важная неделя, когда отмечается Пасха. И отец Игнатий и отец Виссарион старались сделать так, чтобы в это время как раз проходила у нас в Москве выставка. На открытии выступили председатель Центра культурного сотрудничества Павел Карпухин, игумен Игнатий Киут и профессор и общественный деятель Александр Орлов-Кретшмар. Стоящий над нами Русская Православная Церковь, объединяющая нас, идеологически обеспечившая сегодняшний наш визит, сегодняшнюю выставку и продолжающуюся работу. Вековое внимание той территории, на которой располагается Абхазская Православная община, историческим символом, который там расположен. За это большое благодарность, за память, за помощь, за поддержку. На выставке представлены работы из коллекции Каманского монастыря, посвященные древним христианским святыням, сохранившимся и восстановленным. На территории Абхазии находится около 450 храмов, и, к сожалению, большинство из них сегодня в разрушенном состоянии. Однако, несмотря на все трудности, в республике продолжаются реставрационные работы. Отец Игнатий подчеркивает, что изображения храмов в живописи имеют особое значение. Картины менее подвержены влиянию времени и лучше сохраняются, что вселяет надежду на то, что эти произведения искусства будут доступны будущим поколениям. Договор заключили с замечательным художником Тимуром Цвижбой, что он всю свою жизнь будет писать картины абхазских храмов, любых, разрушенных, полуразрушенных. Если даже где-то остался маленький фундамент, это тоже будет в живописи обязательно. Чтобы передать нашим потомкам, нашим детям, мы привезли вам нашу любовь из Абхазии. Она выражена в этих работах.
Эта маленькая ниточка, как будто бы она перерастет в большой крепкий канат и всех нас объединит. Таким образом, выставка становится площадкой для диалога между культурами, укрепляя связи Абхазии и России. Важно помнить, что общие культурные интересы и вера могут служить основой для дальнейшего сотрудничества и взаимопонимания между народами. Представляю здесь наши древние абхазские святыни в храме Христа Спасителя, да, в сердце столицы России. Только показываем, насколько богата наши христианские традиции, насколько богата наша культура, но и тем самым мы укрепляем как раз-таки взаимоотношения и связи между творческими, скажем так, людьми Абхазии и России. Мне вообще в целом понравилось то, что таким образом сохраняется и в какой-то степени даже популяризируется служение, да, Богу. Это очень важно для того, чтобы укреплять и развивать христианские ценности в Абхазии. Посетители мероприятия выделяют работы члена Союза художников Абхазии Тимура Цвижба и знаменитого графика-живописца Дианы Воуба. Больше всего впечатлила картина «Горец». Написана она знаменитой абхазской художницей Дианой Воуба. И официальное название этой картины «Назарий». Очень проникновенная картина, которая очень много смысла, особенно в глазах горца, которого нарисовала наша художница. И она действительно впечатляет и завораживает. Настолько мир стал очень хрупкий, и людям очень нужна надежда и вера. И такие мероприятия как раз-таки и объединяют. И я считаю, что взаимодействие в таком формате крайне необходимо для нашего народа и для сплочения народа. Насладиться полным разнообразием произведений искусства можно будет в храме Благовещения Пресвятой Богородицы с 27 апреля по 4 мая. Соня Кубрава, Ксения Кузьмина, Абаза ТВ. Ансамбль «Абаза» занял призовые места на 10-м международном фестивале «Невские встречи» в Санкт-Петербурге. Ансамбль «Абаза», поддерживаемый Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом, выступил во всех категориях, заняв призовые места и заслужив признание жюри и зрителей, сообщается на сайте ВАК. При поддержке Управления культуры города Сухум в эти выходные в столице прошел 6-й открытый фестиваль классической музыки имени Константина Ковача. Он состоялся на площадке детской школы искусств имени Ковача, которая в этом году отмечает свое 95-летие. В фестивале принимала участие заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии президента России, лучший педагог Анна Арзаманова, концертмейстер Мария Натацинская. Они провели мастер-классы для педагогов музыкальных школ, а также воспитанники школ выступили и получили ценные советы. Новости спорта. Церемония подписания меморандума о сотрудничестве между федерациями настольного тенниса Абхазии и России прошла в Госкомитете по делам молодежи и спорту. Подписи под документом поставили главы федерации Беслан Корчавы и Олег Завалюев, сообщает Госкомспорт Республики Абхазии. Цель меморандума – укрепление двустороннего сотрудничества, продвижение настольного тенниса на самом высоком международном уровне. Стороны в том числе обязуются приглашать друг друга на мероприятия, обмениваться экспертами и судьями, поощрять участие национальных команд в соревнованиях. Лошади абхазских коневладельцев приняли участие в открытии скакового сезона в Краснодаре, сообщили в Госкомспорт. В забеге на 1800 метров для трехлетних арабских скакунов победу одержал Марискаль, принадлежащий Ахре Ашуба. Еще один конь, Ашуба Старк, пришел вторым в забеге на 2000 метров среди четырехлеток арабской породы. Второе место в забеге на 1800 метров среди трехлеток английской чистокровной породы занял Листат, принадлежащий Адгуру Хагуш. В забеге на 1600 метров лидером стала кобыла «Апсные сенсации» владелицы Шсо Ашуба. В скачке на 1800 метров на приз памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии победу одержал конь Апсны Кураж Игоря Кукоева.
Сборная Абхазии вернулась с медалями с соревнований по плаванию. На соревнованиях по плаванию в Славянском районе среди юношей и девушек 2007-2016 годов рождения абхазская сборная показала высокие результаты. В турнире, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, участвовал 71 спортсмен из районов Кубани и Абхазии. Абхазские дзюдоисты заняли призовые места на межрегиональном турнире во Владикавказе. Золото получил Саид Смыр, серебро завоевали Эдмунд Мигрикян, Эмир Кулишманов и Гасан Миримов. Последние двое также удостоились спецпризов за волю к победе. Соревнования были приурочены к 80-летию победы. В них приняли участие более 400 спортсменов из Чечни, Ставропольского края, Абхазии, Северной и Южной Осетии. Внимание, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ во вторник 29 апреля с 0 до 20:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум, Новый район, Старый поселок, улица Эшба, вокзал, центральной Нагорной части города, рынок, Маяк. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 29 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Атмосферное давление высокое, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17, температура морской воды плюс 12. Волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 60-90%. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.